Помимо экскурсии по зданию Государственной Думы, студенты изучили программу фракции, ознакомились с материалами. Во время визита в Нижнюю палату Федерального собрания нашим ребятам удалось побеседовать с главным советником Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, где были раскрыты основные направления деятельности комитета и его функции, порядок рассмотрения законопроектов. Его председателем является доктор юридических наук, профессор, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, при непосредственном содействии которого и была организована данная ознакомительная практика. Ее прохождение в таком учреждении, как Государственная Дума, дает бесценный опыт и возможность применить знания, полученные в ходе обучения на юридическом факультете Сибайского института. Студентам юридического факультета представилась уникальная возможность присутствовать на утреннем пленарном заседании Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Они отметили для себя много полезной информации, которую они получили из первых уст депутатов Государственной Думы. Студенты смогли подкрепить полученные теоретические знания, умения и навыки, а также получили представление о практической деятельности Государственной Думы Российской Федерации и ее органов. Знакомство с работой Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации было очень плодотворным. Знакомство с Нижней палатой Федерального собрания Российской Федерации началось с очень строгой пропускной системы. Это говорит о крайней важности данного органа. Также для нас советник Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александр Геннадьевич Ященко провел лекцию и в общих чертах ознакомил с некоторыми законопроектами, которые находятся на стадии разработки. Также Александр Геннадьевич подробно рассказал о процедуре принятия закона и роль Государственной Думы в данной процедуре. В Государственной Думе для нас экскурсию по зданию провела Стелла Николаевна Орехова. Она является консультантом аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. С ней мы посетили кабинеты некоторых депутатов и помещения 4 фракций, изучили программы фракций, ознакомились с материалами. Во время практики студенты подкрепили некоторые полученные теоретические знания, умения и навыки, а также получили представление о практической деятельности Государственной Думы Российской Федерации и ее органов. Знакомство с Нижней палатой Федерального собрания прошло успешно и плодотворно. Студенты углубили свои теоретические знания. Им удалось посетить образовательное частное учреждение высшего образования Международный юридический институт, основанный в 1992 году. Во время встречи подробно обсуждались существующие в институте магистерские программы и особенности дистанционного обучения. Была организована встреча с Карташовым Вячеславом Викторовичем. Он является заведующим магистратурой на юридическом факультете. Обсуждались вопросы магистерских программ и особенности дистанционного обучения в этом институте. Также посетили Академию труда и социальных отношений. Обсуждались вопросы магистратуры и аспирантуры, где основной упор делается на трудовое право. В МГУ имени Ломоносова мы посетили мастер-классы компании ArtDelex, это юридическая фирма, и выступал непосредственно партнер данной компании, были рассмотрены вопросы антимонопольной практики в деятельности юриста. А также нам рассказали о возможности поступления в магистратуру. Каждый год университет проводит олимпиаду, при помощи которой можно поступить на бюджетные места. В последний день недели мы посетили Академию труда и социальных отношений. Академия является негосударственным учреждением, но при этом в этом вузе имеются бюджетные места. При поступлении в магистратуру и аспирантуру требуется наличие научных статей, предоставляется общежитие для иногородних студентов, есть возможность пройти практику или стажировку в Европе. Поездка в Москву оставила у студентов массу хороших впечатлений, новые знания и навыки. Полученный опыт станет для них ценным приобретением и фактором успеха в дальнейшем карьерном продвижении и на жизненном пути в целом. Луиза Мустафина, Игуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.